Башкирская академия госслужбы и управление при главе Башкортостана прошла государственную аккредитацию. Это означает, что с середины мая возобновляется прием слушателей. По каким специальностям, а также о том, какова подготовка госслужащих в Башкортостане, поговорим с ректором БАКСУ Ильгизом Козырголовым. Ильгиз Раянович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы прошли государственную аккредитацию, как она проходила и что это дает? В январе 2020 года мы проходили процедуру государственной аккредитации, которая проводилась в Федеральной службе по надзору в сфере образования. И буквально на днях мы получили результаты этой процедуры. Все заявленные направления, реализующие в нашей академии, прошли государственную аккредитацию на 6 лет. Это программы экономики, государственное муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, ну и программы магистратуры, также менеджмент, ГМО и экономика. Самые распространенные специальности, точнее, самые популярные специальности, которые здесь у нас БАКСУ предлагает? Ну, Башкирская академия госслужбы и управления, все-таки мы специализированные учреждения по подготовке государственных, гражданских и муниципальных служащих, ну и управленцев, поэтому самая распространенная программа — это государственное и муниципальное управление, как уровня бакалавриата, так и уровня магистратуры. У нас достаточно большая линейка программ магистратуры. Это такие интересные для многих программы, как стратегическое государственное муниципальное управление, стратегический менеджмент, государственное управление в социальной сфере, государственная и муниципальная служба, ну и ряд других программ. Что предполагают эти программы, что в их основе, да, и какие параметры закладываются? Выпускники Башкирской академии госслужбы управления устраиваются в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ну и различные предприятия. Специфика обучения в нашей академии – это практикоориентированность обучения. Наши преподаватели или ранее, или сейчас работают в системе государственной и муниципальной службы, поэтому мы даем практические знания, которые нужны для выпускников. Угу. Ну вот по данным БАКСУ порядка 5000 слушателей ежегодно проходят обучение, из них 2000 муниципальных и гражданских служащих. Вообще есть ли рост, да, и как вы оцениваете их подготовку сегодня? Ну, здесь нужно разделять. У нас есть программы высшего образования, бакалавриата и магистратура, о котором мы говорим, и по которым у нас 15 мая объявляется прием. Есть программа дополнительного профессионального образования. У нас есть 150 программ различных, по которым у нас в течение календарного года ведется и прием, и обучение. У нас есть программа профессиональной переподготовки, повышения квалификации. У нас действительно более 5000 слушателей ежегодно. Эти показатели растут так как по количеству слушателей, так и по количеству реализуемым и предлагаемым программам повышения квалификации. Развивается электронное образование. Из 5000 более 2000 это государственные и гражданские и муниципальные служащие. А вы сказали про электронное образование. Как оно осуществляется? Ну, сейчас это требование времени. Например, муниципальным служащим не всегда удобно приезжать на неделю, на 2 недели, поэтому мы стараемся наши курсы в электронном формате давать или с частичным электронным обучением, и используем дистанционные формы обучения тоже. Каким компетенциям новым вы обучаете госслужащих в Башкортостане? Ну, ежегодно Минтруд России дает рекомендации, по каким компетенциям, по каким программам желательно обучать госслужащих. Сейчас интересны такие программы, как наставничество, как проектное управление, как бережливое производство. Вот сейчас у нас в настоящий момент идут такие программы, как конфликты на государственной службе. А, кстати, вот это очень интересно, очень хотелось поподробнее узнать. Расскажите, пожалуйста, Ильгиз Раянович, как вы рекомендуете решать конфликты? Мы видели и в интернете ряд видеороликов, где не совсем, точнее, есть моменты, где сомневаешься в компетентности того или иного сотрудника. Ну да, я тоже видел эти ролики. Ну, тут вопрос не в том, что даже не компетенции, наверное. Может быть, иногда, как все люди, госслужащие в том числе, может быть,
срываются из-за напряженности работы, что недопустимо, особенно для госслужащих, но для всех людей. И как раз мы обучаем, проводим психологические тренинги для служащих, как избегать этих конфликтов. Если эти конфликты возникают, как свести их на нет или как успокоить собеседника. Ну и все-таки какие советы, рекомендации? Ну, госслужащим много требований, все-таки это сдержанность, компетентность, профессионализм и уважение собеседника, ну и посетителей. Ну, я вас перебила. Какие еще специальности новые, обучающие новым компетенциям? Вот у нас сейчас практически ежемесячно идут программы по повышению производительности труда. И это очень важное направление не только на государственной службе, но во других отраслях уже давно развивается, особенно в бизнесе. И используя инструменты бережливого производства, можно ускорить множество процедур на государственной службе. Например, рассмотрение какого-то вопроса, если ранее месяц рассматривался, то можно в течение 2 недель это рассматривать. То есть, если разложить услуги, функции на государственной гражданской службе, процедуры, то можно определить, где, в каких местах можно экономить и время, и труд работника. Евгений Саянович, мы знаем, что в Башкортостане действует программа «Инцидент-менеджмент», когда люди в социальных сетях, ставя хэштег «инцидент», могут таким образом привлечь внимание к проблеме. Как вы эту практику оцениваете? Ну, с точки зрения удобства пользования для госслужащих. Да. Вообще есть более широкая проблема, это и госслужащим относится, и предприятиям. Есть закон об обращении граждан, и не всегда этот закон об обращении граждан четко исполняется. Если даже исполняется по срокам, то часто дается заявителям такие обобщенные формулировки в ответах, которые не дают никакого результата. А вот это инцидент-менеджмент, во-первых, сокращает многократно сроки рассмотрения граждан. Во-вторых, там очень жесткие требования по содержательной составляющей вот этого ответа, что не просто чиновник дал своевременно ответ, что вопрос гражданина решается или будет решаться через год, в план включили, например, на 2021, а чтобы уже конкретно предложены были конкретные решения, сроки, механизмы реализации этих проблем. А какие еще меры и практики могут помочь жителям? И, с одной стороны, конечно, это дополнительная нагрузка на госслужащих, они все время в тонусе, грубо говоря, находятся, да? Но, тем не менее, какие еще практики эффективные и действенные, на ваш взгляд? Ну, сейчас у нас реализуется программа проектного управления. Сейчас в России, в регионе у нас национальные проекты же реализуются. И для эффективной реализации этих проектов нужно уходить от процессной работы, а переходить больше на проектную деятельность, когда и чиновник, и другие понимают, в какие сроки это должно быть реализовано, те или иные важные задачи, какие ресурсы заложены и каков результат должен быть достигнут. Но главное, чтобы эти проектные сроки не срывались. Конечно, конечно. Самое главное. Повышение квалификации – это тоже отдельное большое направление в БАКСу, что сегодня пользуется популярностью. Как я уже говорил, у нас около 150 различных программ повышения квалификации. Если не говорить о государственных служащих, муниципальных служащих, то есть для работников, специалистов, предприятий квалификационные требования или желание повысить свои управленческие компетенции, поэтому часто записываются на программы государственного муниципального управления, на закупки в сфере государственной муниципальной закупки, пользуются спросом программы по ораторскому мастерству, ну и ряд многих других программ, да.
Ильгиз Раянович, мы слышали, что новая специальность у нас введена — бизнес-шерифы. Да? Это отдельные заместители глав администрации в том или ином районе, которые отвечают за развитие предпринимательства. Как вы оцениваете вот эту новую структуру? У нас есть институт уполномоченный по правам предпринимателей. Мы с ними заключили соглашение о сотрудничестве и ежегодно проводим мероприятия для бизнесменов, для людей, которые за это направление отвечают в районах. И по результатам вот этих семинар-совещаний мы поняли, что действительно много проблем в районах, и не всегда рук хватает, чтобы этим заниматься. Поэтому я думаю, введение института бизнес-шерифов, когда есть конкретный ответственный человек, который и время стопроцентное есть, и есть кого спросить, я думаю, это очень хороший инструмент. Ильгиз Раянович, ну если коротко, еще один вопрос. Президент России Владимир Путин поручил подготовить закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами органов власти и организаций. Как вы относитесь к этой инициативе? Какой эффект она может дать? У нас есть программа «Деловой русский язык», потом программы по составлению презентаций и так далее. Сами госслужащие отмечают, что эти программы нужны, и на эти перечисленные программы у нас в одну группу по 30-40 человек записываются. И поэтому это нужная программа, и я думаю, она всегда будет пользоваться спросом. Спасибо, Ильгиз Раянович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкортостана Ильгиз Казыргулов. И мы обсуждали новые специальности в БАКСу, а также уровень подготовки госслужащих в нашей республике.